Представленная книжная выставка «Ултулгасы Мустафа Шокай» приурочена 130-летию со дня рождения Мустафа Шокая. Мустафа Шокай – политический общественный деятель, демократ, энциклопедист и просветитель. Представляем вам исторические факты его биографии, труды, научные исследования и воспоминания о нем Марии Шокай, Абдуакапа Кара, Бахыт Садыковой, Дархана Кадыралиева, Касымхана Бигманова. Книга «Туркестан под властью Советов» имеет историческую ценность. Это первое издание в нашей стране трудов Мустафы Шокая. Книга была издана на русском языке в Париже в 1935 году. Первый вариант вышел в свет на французском языке в 1928 году. Здесь собраны воспоминания соратников по совместной борьбе в эмиграции. Сборник «Туркестан. Наша общая колыбель» в 2 томах. Выпущен в 2011 году составителем Газизой Исахан и подготовлен на основе личного архива Мустафы Шокая. В сборник вошли статьи Мустафы Шокая, освещающие актуальные проблемы жизни советского Туркестана. Для тех, кто интересуется историей Казахстана первой половины XX века, в редком фонде есть 12-томное полное собрание сочинений Мустафы Шокая под редакцией Кашима Исмагамбетова, издательство Дайк Пресс. В сборник вошли основные труды и письма Мустафы Шокая, документы и иллюстрации из личного архива. Мустафа Шокай, ставший исторической личностью всего тюркского мира, был достойным сыном человечества XX века. Мустафа Шокай освещал проблемы истории и культуры тюркских народов, свободно владел английским, немецким, французским, турецким и арабским языками. Благодаря этому Шокай получил возможность выступать с докладами в Париже, Лондоне, Стамбуле, Варшаве. Его политические обзоры и исследования, охватывающие тюркскую тематику, публиковались в зарубежных изданиях. Занимаясь исследованием трудов Бахыт Садыкова, перевела книгу Марии Шокай «Я пишу вам из Ножана». В книгу вошли воспоминания Марии Шокай-Гориной о жизни и деятельности ее супруга, письма, фотографии, документы. В книге «История Туркестанского легиона» в документах дан анализ исторических событий, происходивших на территории Туркестана перед Второй мировой войной. На основании анализа работ монография Мустафа Шокай в эмиграции выпущена в 2011 году, написанных им на разных языках. В библиотеке имеются книги на турецком, французском, казахском языках доктора исторических наук, профессора Абдуакапа Кара, исследователя творчества Мустафы Шокая. Мустафа Шокай сыграл значительную роль в политическом возрождении мусульманских народов. За независимые взгляды его часто называли энциклопедией свободомыслия. Именно Шокаю принадлежала идея единого Туркестана, и по сей день уже у современного поколения его имя ассоциируется с человеком, который всю жизнь посвятил воплощению идей о независимости, сближении тюркских народов и национального самоопределения. Документальная книга Касымхана Бигманова «Мустафа Шокай Жолымен» воссоздала жизненный путь одной из самых неоднозначных личностей в истории Казахстана. Долгое время материалы его жизни были недоступны для казахстанских исследователей и шокаеведов. Мустафа Шокай публиковался в журнале «Прометей», чтобы донести до всего мира идею независимости Туркестана с 1934 года. В 1937 году в Париже начинает издавать журнал «Жас Туркестан». Несмотря на все трудности, Мустафа Шокай оставался патриотом своей страны. Это подтверждает жизнь и деятельность политика. Представленные нами книги Мустафы Шокая предназначены для ученых, студентов и для всех тех, кто желает знать правду о прошлом своего народа.